12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Дети, достигшие 14-летнего возраста, жители Якутии, в День России получили паспорта из рук в Рио главы республики Айсена Николаева. В торжественной обстановке документ о российском гражданстве получили 8 человек. В Рио главы республики Саха-Якутия отметил, что республика может и должна стать одним из лидеров развития не только Дальнего Востока, но и всей страны. Я уверен, что каждый из нас, из жителей Якутии, осознает, что наша республика, наша Якутия всегда была, есть и будет частью великой страны, великой России. И каждый из нас, где бы он ни работал, где бы он ни жил, должен носить частичку своего труда, своего вклада в дело развития нашей страны. Потому что если будет могущественна наша держава, значит будет счастье и благополучие у каждого из ее жителей. Вместе с тем наша страна открыта всему миру, мы не закрываемся от него. Через 2 дня в Лужниках, в Москве стартует прекрасное событие – чемпионат мира по футболу. И без преувеличения уверен, что все внимание мира на месяц будет приковано к России. И я уверен, что не только те города, в которых проходят игры чемпионата мира по футболу, но и вся наша страна явит миру пример дружелюбия, пример высочайшей культуры, высочайших отношений между народами. И уверен, что мы еще раз восхитим все человечество, как уже не раз было. Дорогие друзья, в этот день я искренне хочу пожелать вам и в вашем лице, всем якутянам, счастья, здоровья, успехов. Пусть счастье и благополучие будет в каждой семье жителя нашей республики, нашей великой страны. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с этим прекрасным днем, с Днем России. Тургурдун, Сахасиря, Тургурдун, Улу Россия! Ура! Традиционно в День России открылся летний трудовой сезон студенческих отрядов и состоялся концерт республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни, посвященный празднику. Как и в любой праздник, не обошлось без подарков. Поздравить с этим праздником всех горожан, всех жителей, всех гостей нашей столицы. Действительно, праздник этот очень прекрасный. Прекрасный тем, что мы празднуем День нашей великой страны, великой державы. Это поистине отличный праздник. Мы решили сделать определенный шаг, скажем, направленный на помощь ребенку, который нуждается в лечении в Китайской Народной Республике, в городе Карбине. Мы взяли над ним шефство и будем помогать ему в этом. Надеемся, что мальчик поправится и будет у него все хорошо. Сеть магазинов «Хозмаркет» оплатили проезд Сереже Халилову на лечение. Теперь они смогут поехать на лечение в Китай. Руководитель, хотим Максиму дальнейшее процветание, здоровья, счастья. Всего самого хорошего, наилучшего. Спасибо ему. Музейный парк «Россия. Моя история» подготовил серию тематических экскурсий, посвященных истории второй половины 20 века и новейшей истории России. Мероприятие прошло совместно с МУП «ЕПАК», который бесплатно организовал проезд в своем транспорте с центральной площади Якутска до музея и обратно на площадь Ленина. Мы все живем в нашей стране, мы ее любим, гордимся ею. Мне сегодня хочется поздравить от имени руководства нашего города всех жителей нашего города, нашей республики и нашей необъятной страны. Пусть наша Россия будет великой, пусть она будет действительно могучей страной и, самое главное, любимой всеми россиянами. С праздником! Ежегодную акцию под названием «Твой выбор» 5-й год проводит на площади Орджоникидзе в Якутске ко Дню России. Желающие поступить на военную службу по контракту имели возможность пройти собеседование, ознакомиться с частями и условиями службы. И даже школьники, которые хотят связать свое будущее с военным делом. Будущие контрактники попробовали свои силы в сборке оружия и попробовали на вкус полевую кухню. Интерес у молодых людей имеется. В основном интересуют воинские части, которые находятся в Хабаровском крае, Приморском крае и Сахалинской области. Молодые ребята от 18 до 40 лет не
не проходившие военную службу по призыву, а также проходившие службу по призыву. Это у нас среднеспециальным профессиональным образованием и с высшим образованием молодые ребята могут поступить на военную службу по контракту. Контракт заключают на 3 года с испытательным сроком 3 месяца. В течение испытательного срока командование части рассматривает на вышестоящую должность. Если кандидат соответствует той должности, то его могут поднять на вышестоящую должность. В День России царило праздничное настроение. На сцене звучала праздничная концертная программа творческих коллективов города Якутска. Молодежь приняла участие в патриотической акции «Привет, Россия», а дети с гордостью нарисовали на асфальте огромный флаг великой страны. В День России на главной сцене площади состоялась премьера песни «Северный форпост» депутата Якутской городской думы Алевтины Эверестовой.